Взрослый, трудоспособный человек способен позаботиться о себе сам. Но в обществе есть много тех, кто нуждается в дополнительной помощи. Дети, старики, женщины с детьми, больные. Есть вопросы культуры, искусства, которые нуждаются в поддержке. Эту защиту и поддержку называют социальной или общественной. Общество поручило эту защиту государству. И мы часто ругаем власть, что она плохо справляется с обязанностью помочь слабому ребенку, старику. Ругаем социальные услуги, которые не доходят до адресата, или доходят не те, не туда и не вовремя. Но как сделать так, чтобы социальные вопросы решались так, как того ждут люди? Ответ есть. И этот ответ заключается в том, чтобы передать львиную долю социальных услуг органам местного самоуправления, муниципалитетам, на основе социального заказа. Таш-Комыр – один из малых городов Кыргызстана. И у 40-тысячного населения много нерешенных социальных проблем, а у местных властей не хватает ни сил, ни времени на их решение. Пенсионер Забек Дюшибаев здесь родился, вырос и прожил всю жизнь. Он помнит Таш-Комыр городом молодых, где была своя городская культура, а молодые горожане не стремились уехать в столицу и другие страны. Забек переживает, что молодежи города трудно найти свое место в жизни, не хватает возможностей для развития, а городская среда разрушена, о досуге молодых ташкумырцев никто не думает. Город и сам выглядит старым и потрепанным, и население его не становится моложе, так как молодежь стремится покинуть Таш-Комыр не только в поисках работы, но и в поисках условий для жизни и собственного развития. А вот сотрудники библиотеки переживают из-за того, что молодежь мало читает. Фонды не обновляются более 20 лет и не отвечают требованиям нового поколения. Оно предпочитает общаться по телефону или интернету. Поэтому работники библиотеки хотели бы открыть информационный центр, оснащенный современными технологиями, способный давать дополнительные знания. Биздин максат жаштардын кошумча билим алуусуна, аң сезимин өсүшүнө шарт түзүү. Наша цель — создание условий для обучения молодежи новым технологиям, интеллектуальному развитию и другим знаниям. Если этот проект поддержит, у наших детей появится источник новой информации, изменятся взгляды на жизнь. Необходимые знания помогут им правильно ориентироваться в современном обществе. Туура маалымат алуу менен бирге учурдагы абалга жаштар туура баа берип, баягы коомдун жашоосуна жаңы инновацияларды пайдалана баштайт. В населенном пункте Шамалдысай, который относится к мэрии Таш-Комыра, живет более 6 тысяч детей. Но стадион, где они могли бы тренироваться, нуждается в ремонте. Помимо этого, в городе много других проблем. Улучшение экологии, укрепление урановых хвостохранилищ, ремонт дорог, восстановление парка в селе Кызылджар. Путем опроса жителей было выявлено несколько наиболее актуальных вопросов, которые были обсуждены на городском сходе. Таш-Комыр шаары боюнча 12 чогулуш өтүп, чогулуштун баардыгында 1000ден ашык адам катышкан. До этого в Таш-Комыре состоялось 12 собраний с участием более 1000 жителей. Путем опроса мы определили 5 главных направлений. Вот перед вами презентация 5 проектов. Из них мы выберем 3, а дальше будем работать по реализации этих проектов. Презентация көрсөтүлөт. Аз ошонун ичинен 3 проектти тандап алабыз дагы, ошонун үстүндө иш алып барабыз. Понятно, что лучше жителей Таш-Комыра никто не знает их проблем. Из окон Бишкекского министерства не разглядеть, кто в Таш-Комыре в каких социальных услугах нуждается. Да и из здания Таш-Комырской мэрии не всегда видно, какая социальная группа от какой именно проблемы страдает сильнее. А у людей не всегда есть возможность напрямую высказать свои ожидания, сформулировать проблему в соответствии со своими приоритетами. Поэтому первым шагом в реализации социального заказа на муниципальном уровне становится выявление приоритетов. Городскому сходу по выбору самой приоритетной проблемы должно предшествовать тщательное изучение положения каждой социальной группы. А сход становится финальным мероприятием в выборе окончательного приоритета для социального заказа. Познакомились с презентацией 5 проектов.
все поняли. Я проголосовала за восстановление парка. Еще хотим, чтобы обращали внимание на экологию и помощь малоимущим семьям. Бүгүнкү күндө 5 долбоордун көйгөйлөрүн анын натыйжасы эмне болот, себеп аны ишке ашырганда кандай. Вы сами видели презентацию, слышали, какими будут результаты. Наше население старается участвовать в решении своих проблем. Я думаю, результат обязательно будет. Решают сами люди, а местная власть им будет помогать. Бул элдин немеси, эл өзүнүн көйгөйүн өзү чечсе, бул жергиликтүү бийлик тарабынан жардамдар көрсөтүлмөкчү. Жители города в этот раз выбрали приоритетным направлением создание Центра новых технологий и получение дополнительного образования для молодежи на базе городской библиотеки. Как и другие 12 муниципалитетов, город Ташкумыр стал одним из пилотных, размещающих социальный заказ в рамках проекта «Партнерство местного самоуправления и неправительственных организаций в решении приоритетных вопросов местных сообществ на основе муниципального социального заказа». Что такое социальный заказ? Упрощенно говоря, это привлечение неправительственных организаций для решения социальных проблем за счет государственного или местного бюджета. Власть может понимать проблему, может иметь деньги для ее решения, но не всегда знает, как это лучше сделать. И тогда на помощь придут неправительственные организации, которые предложат наиболее эффективный способ решения проблемы за деньги бюджета. Когда страна постепенно идет к прогрессу и избавляется на самом деле от необходимости донорской поддержки, тогда этот социальный заказ как раз будет заменой донорской поддержки на местном уровне. И без этого социального заказа решение социальных проблем на местном уровне будет очень-очень сложно. Поэтому почти все страны на каком-то этапе переходят к таким методам просто решения социальных проблем и решения вопросов социального проектирования на местном уровне. И в Кыргызстане это будет необходимо. Когда орган местного самоуправления знает, как решить проблему, он покупает услуги для решения этой проблемы, и это госзакупки. Когда он знает, что проблема есть, но он не знает, как ее решить, у него нет по этому поводу идей, тогда он объявляет конкурс среди неправительственных организаций на идею по реализации проекта и для решения этой проблемы. И во всем мире этот механизм очень широко используется, потому что на самом деле у каждого сообщества, и в том числе у сельского сообщества, есть огромный потенциал для того, чтобы самим справляться со своими проблемами. Просто им нужна поддержка, помощь, финансирование. И вот механизм социального заказа позволяет предоставить это финансирование и помочь сообществам решить эти вопросы. Пилотный проект реализуется в 12 муниципалитетах Кыргызстана. Один из них в селе Терексай Чаткальского района, расположенного среди гор в узком ущелье. Здесь живет более 5000 человек. Большинство местных жителей занято в горнорудных комбинатах. В отдаленном селе хватает социальных проблем. Особенно люди нуждаются в качественной медицинской помощи. Не хватает мест в детских садах. Есть проблемы нуждающихся семей и пожилых людей. Например, жители вынуждены собирать детей из 5-6 семей в одном из домов по очереди, чтобы сходить на работу. Ведь в селе нет детской площадки. Сайдикке орундар жетишпейт. Ойной турган аянтчасы жок үчүн ушул жерде ойнотуп атабыз балдарды. В садике не хватает мест, нет детской площадки, поэтому детей держим здесь. Выхода нет, на улице машины, река. Хорошо бы новый детский сад, или расширить старые, или хотя бы детскую площадку. Джамиля апа постоянно занята 13-летней внучкой Гульзиной и никуда не может отлучиться. И денег на лечение у нее нет. Она хочет, чтобы у детей с ограниченными возможностями было свое место, где они могли бы проводить время днем. Забочусь о ребенке с самого рождения. Как отец отказался, она со мной. Детский сад не взяли. В школе учиться не может. Говорит мало, только пить, есть, других слов не знает. Но теперь перед жителями Терексая поставлен вопрос по определению приоритетных проблем, о выборе наиболее безотлагательных вопросов. Итак,
В Терексай приоритетными проблемами признаны здравоохранение, проблема пожилых людей, нехватка мест в детских садиках, проблема детей с ограниченными возможностями. Но что еще может быть предметом, темой социального заказа на уровне местного самоуправления? У детей с ограниченными возможностями вполне могут быть разные таланты. Например, не ходят, но хорошо рисуют или поют. Их не игнорировать надо, а помогать. Пожилым людям негде собраться, пообщаться. Некоторые встречаются на улице, выпивают, подают дурной пример молодым. Плохо, что им негде посидеть и выпить чаю. Конечно, какая из названных проблем важнее, решит голосованием народ. Метод голосования самый простой. За процессом наблюдает комиссия, избранная из числа участников схода. В результате сельские жители решили помогать детям из малоимущих семей и детям с ограниченными возможностями. Для них будут созданы дополнительные возможности для развития. Детям из малоимущих семей это большая помощь. Вместе с другими детьми они будут готовиться к школе. Темы социального заказа, согласно законодательству, действовавшему на июль 2014 года. Образование, наука, информация, физическая культура и спорт. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Охрана окружающей среды. Поддержка молодежной политики и детских инициатив. Решение проблем демографии. Решение гендерных проблем. Поддержка социально уязвимых слоев населения. Помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей. Содействие в трудоустройстве граждан. Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Развитие культуры и искусства. Охрана историко-культурного наследия. Укрепление общественного согласия. Иные социально значимые направления, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики. Закон о государственном социальном заказе применяется пока только Министерством социального развития. Но теперь появилась возможность применить социальный заказ на уровне местного самоуправления. Но чтобы добиться успеха, муниципалитеты должны понимать, что такое социальный заказ и в каких формах он может применяться. В проекте закона предусматриваются 3 формы реализации государственного социального заказа. Первая форма – это государственные закупки. Следующая форма – это форма финансирования общественно полезных проектов, когда государство знает социальные цели, которых хочет достигнуть, но не знает, как достигнуть этих целей. В этом случае государство объявляет конкурс и привлекает некоммерческие организации для решения этой социальной проблемы. И организация, которая предложит наилучший способ решения этой социальной проблемы, будет признана победителем этого конкурса. И третья форма, самая простая форма государственного социального заказа, это система социальных ваучеров, талонов, когда, опять же, государственные органы, либо органы местного самоуправления объявляют конкурс и определяют победителей поставщиков услуг на рынке. После чего, значит, государственный орган, либо орган местного самоуправления выдает талоны нуждающимся гражданам, которые являются получателями социальных услуг, и эти люди сами уже выбирают непосредственно поставщиков услуг. Это позволяет развивать рынок. В рамках реализации проекта работа была начата с первой организационной встречи. Целью этой организационной встречи ставилось ознакомление с законодательной базой по государственному социальному заказу. Мы на эти обучения приглашали специалистов айлёк-мөтө, депутатов местных кеңешей, представителей неправительственного сектора, а также очень активных жителей села. Очень тренинг был для участников интересен в связи с тем, что сама область социального заказа и применение методов и инструментов в рамках реализации государственного социального заказа для них была новой. Как объяснили участники, данный механизм был очень схож с государственными закупками, и поэтому для них было очень тяжело определить. Жалпы 12 айыл аймакка тренинг өттү.
Тренинги проводились в 12 аэльных аймаках. В рамках этих тренингов обучали методам по совместному выявлению проблем. Второй день тренинга участники занимались практическими работами. Мы выбирали одно село и собирали активных граждан. И применили эти знания для выявления актуальных проблем села. На этих тренингах участвовали и депутаты аэльных кеңешей. Ар бир катышып аткан жаран менен көйгөй тандалып чыкты. Помимо участия в тренинге, представители органов местного самоуправления и неправительственных организаций пилотных муниципалитетов получили возможность своими глазами увидеть, как можно организовать решение социально значимого вопроса силами неправительственной организации. Например, представители пилотов смогли увидеть на специально организованном семинаре по Чуйской области разные пути решения социальных проблем. Сначала они были в Бишкекском реабилитационном центре и познакомились с его работой. Айджамал, одна из посетительниц центра, каждый день занимается развитием движения рук и ног под пристальным наблюдением врачей. Со временем стало видно, что идет улучшение. Сотрудники центра каждый день занимаются с несколькими десятками детей с диагнозами ДЦП, болезнь Дауна и так далее. Здесь они учатся, занимаются, лечатся и не теряют время впустую. Усилиями сотрудников центра для них созданы хорошие условия. Кроме детей, здесь проводят время и взрослые. Они тоже занимаются спортом, творчеством, трудотерапией и пытаются не оставаться в стороне от жизни. В городе мы единственные. У нас родители ни сома не платят. Все довольны. Слышим много хороших отзывов в свой адрес. Если открыть такие центры в каждом районе, тогда решилось бы несколько социальных проблем. Помогали бы нуждающимся людям, облегчили бы их страдания. Центр финансируется городским бюджетом. Мэрия выделяет деньги на зарплату, питание, коммунальные услуги, медицинское обслуживание и транспортный расход. Помимо этого, коллектив центра всячески пытается привлекать дополнительные средства из разных источников. Когда вы пишете проекты или хотите выиграть грант, тогда софинансирование всегда поможет. Например, мы открыли столярную мастерскую, для девушек швейный цех. Кроме этого, начал работу лечебный сенсорный кабинет. Отремонтировали музыкальный зал, коридоры и туалет. Помог фонд Ассоциация содействия занятости. Мы тоже хотим помочь государству. Поэтому цель социального заказа – это совместное решение проблем. Өкмөткө биз дагы салымыбызды кошолук. Бүт эле мэрия келесе мага бере бер деп акча сурап. Максатыбыз эмне да бул социальный заказдын максаты ошол проблемаларды чогуу чечкенге аракет кыласыздар. Участники тренинга побывали в социальном аиле в селе Мураке, где местная неправительственная организация построила жилье для выпускников детских домов. Здесь они живут, работают и учатся разным ремесленным навыкам. Они живут семьями, к каждой семье прикреплена мама, которая помогает в житейских делах. Айыл өкмөттөрү өздөрүнүн региондорунда проблемалар бар, ошону табыш керек. Во-первых, руководители айл өкмөтү должны выявить социальные проблемы, которые требуют немедленного решения. Во-вторых, любой проект должен иметь перспективы. После его выполнения дело должно продолжаться. Например, мы открыли проект по изготовлению войлока и ковров. Сейчас он продолжается, так как им занимаются жители наших домов. Мы можем принимать заказы. Во-первых, это рабочие места. Во-вторых, мы зарабатываем на жизнь. Ошол кийизди биз заказка дагы, килемди дагы заказка дагы жасай алабыз. Биринчиликтен бул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, бизде жашап аткандарга иштеген орну, экинчиликтен бизге тапкан акчабыз ушул. Помимо этого, участники мероприятия по обмену опытом побывали в детском реабилитационном центре в городе Карабалте, где познакомились с разными методами работы с нуждающимися людьми. Эта поездка для участников была очень интересной и полезной, так как они своими глазами увидели разные пути решения социальных проблем. Кыргызстанда негизи МПО ачып алып иштеп аткан жарандарыбыз көп негизинен. В Кыргызстане много людей работает в сфере НПО, среди которых есть организации, занимающиеся решением социальных проблем населения. Мы тоже начали сотрудничать с местным НПО «Айкөл». Вместе с его представителем Гульмира Эдже приехали в Бишкек на обучение. В нашем аил өкмөтү тоже много нуждающихся людей.
Есть проблема инвалидов, многодетных семей. И мы ищем пути решения социальных проблем, чтобы эти люди в будущем могли участвовать в общественной жизни села. Советы органам местного самоуправления по организации конкурса на реализацию социального заказа. Не жалейте времени на изучение ситуации и выявление приоритетов. Так вы решите реальную проблему и завоюете доверие населения. Не путайте социальный заказ с закупками. Не включайте в технические задания конкретные виды работы. Например, устроить аттракционы в парке или купить книги в библиотеке. Будьте предельно внимательны к процедурам работы конкурсной комиссии. Так вы избежите конфликтов с НПО-партнерами. Обеспечьте максимальную информированность сообщества и потенциальных участников конкурса. Так вы получите больше предложений. Не поленитесь оповестить о конкурсе сетевые или бишкекские секторальные неправительственные организации. Так вы получите более качественные заявки. Но защитите интересы местных неправительственных организаций. Включите в условия конкурса требования создания консорциума с местными неправительственными организациями. Выгоды для местного самоуправления и населения от сотрудничества с общественными организациями очевидны. Но и общественным организациям подобное сотрудничество приносит пользу. Новые возможности для развития, привлечение новых активистов и спонсоров, дополнительные источники финансирования, кроме донорских, и многое другое. И хотя проект только в первой фазе реализации, участники процесса уже готовы обобщить полученный положительный опыт сотрудничества, который говорит о том, что такой подход выгоден всем. Есть заметное ощущение, что между неправительственными организациями и государственными органами начинается сближение. Раньше между ними было какое-то препятствие. Сейчас все изменилось к лучшему. Это собрание можно назвать историческим. Конкурсная комиссия по выбору проектов местных неправительственных организаций состоялась здесь впервые. В работе участвовали члены комиссии, глава Айлюкмету, представители неправительственных организаций, журналисты. На конкурс, объявленный местными властями, поступило 3 проектных предложения. Теперь комиссия должна их оценить и принять решение, какая неправительственная организация будет выполнять социальный заказ. Главное отличие открытого заседания – полная прозрачность и объективность. Алдын-ала конкурстық комиссия коомдук жерлерге жарыяны илдириш керек, кайсы күнү отурум саат канчада болот. Конкурсная комиссия должна заранее вывесить объявление и оповестить всех жителей о дате и времени проведения заседания. Перед началом заседания члены конкурсной комиссии должны зарегистрировать участников и после обсуждения утвердить оценочный лист. На основе критериев этого оценочного листа члены комиссии дадут свои оценки по каждому проектному предложению. Долборлорду ар бирөөсүн ошо баа берүүчү баракчанын негизинде критерийлер бар. Ошо негизине карап ар бир долбоор боюнча баасын коюп чыгыш керек. Биздин талаптарга туура келген жактарына карайбыз да. Наша задача заключается в том, что мы должны правильно оценить и выбрать один из неправительственных организаций для дальнейшего сотрудничества. Они должны подходить нашим требованиям, нашим условиям. Еще мы посмотрим на опыт НПО, сколько лет уже работает, когда, где и какие проекты они исполнили. По итогам работы конкурсной комиссии, проект, получивший наивысший оценочный балл, будет отправлен на техническую экспертизу специалистам. После этого комиссия примет окончательное решение. Напомним, что для подготовки социального заказа в рамках проекта в 12 муниципалитетах реализованы следующие этапы. Обучение органов местного самоуправления основам муниципального социального заказа. Совместное изучение приоритетных социальных нужд сообщества. Сход по выбору приоритетной проблемы, которая будет решаться с помощью социального заказа. Обучение представителей неправительственной организации. Техническая экспертиза проектов. Проведение открытого заседания конкурсной комиссии для выбора неправительственной организации, которая будет выполнять социальный заказ. В период с сентября 2013 по июль 2014 года проект «Партнерство местного самоуправления и неправительственных организаций в решении приоритетных вопросов местных сообществ на основе муниципального социального заказа»
помог 11 пилотным муниципалитетам выбрать приоритеты и разместить социальный заказ. На конкурсной основе отобрав 11 неправительственных организаций, которые предложили самые интересные и эффективные способы решения социальных проблем. Тому, как будут выполнены проекты и какую пользу получат социальные группы, как изменится жизнь целевых аудиторий, будет посвящен второй фильм о проекте «Партнерство местного самоуправления и неправительственных организаций в решении социальных проблем на основе муниципального заказа».